Президент Чувашии. Президент Чувашии? Не знаю. Не знаю. Олег Николаев, знаю, в Рио. Временно исполняющий обязанности главы республики. Но 13 сентября, скорее всего, он останется главой. В Рио нашей республики. Я не знаю. Я этим не интересуюсь. Не интересуетесь? Нет. Конечно, знаем по телевизору. В Рио. Видели наш. Олег Николаев, Да. это президент временный. Кто это? В Рио главу Чувашии. Депутат вроде бы. Наш новый руководитель Руководитель? республики. Ну, чтобы за свой народ старался. В деревнях, чтобы, короче, народ хорошо жил. Больше праздников, больше гулянки. И самое главное, чтобы трудоспособное население, чтобы было устроено на работу. Как положено, чтобы они там радовались, получали зарплату. Все же уже давно переехали в Москву, а здесь не остались уже. Да. Что там, зарплаты нету уже давно. Да, и, кстати, вот еще один вопрос я хотел бы к нему лично задать. Изменение Конституции. Там у нас была статья, первая вроде, да? Там в статье было указано, что республика в скобках государства, а государство госсовет почему-то убрал в скобках. Вот. Чтоб никакой негативной информации о нашей республике в средства массовой информации не попадала. Были только один позитив. Чтобы он остался. Чтобы он остался президентом. Он нам нравится. Да. Как человек и вообще, нравится вот он. И говорит хорошо, и понимаешь его все, что он говорит. Чтобы дороги сделали к домам, где освещение плохое, вот, например, вот Хелевской 27. У нас тут освещения нету с 5 по 1 подъезд. Темно. Вот чтобы тут сделал свет. Ну что, в городе был большой порядок. Порядок, что ли? Да, и снег хорошо чистили. Чтобы немножко пенсионерам работу давали. Хотя бы гардеробщицами, вот кто там хочет. Работающие места нужно организовывать. Я вот увидела выступление его, мне понравилось. Наверное, что-то будет. Ну, чтобы рабочие места людям создали. И зарплата была нормальная, а не только в Москве. Вот это у нас бедный регион, африканский так называемый. Да. Можете это передать в эфир. Африканский регион. Это Чувашская республика. Из-за зарплат? Из-за зарплаты, что пенсия там супер минимальная такая. Нигде нету вот такой. Самая минимальная пенсия это у нас. Вроде так на внешний вид кажется, что нормальный человек. За людей вроде. Что происходит в России, тем более в соседних с Татарстаном регионах, нам всегда было не безразлично. Тем более, когда речь идет о дружественной, можно сказать, братской Чувашской республике. Мы всегда советовались, где-то сверяли позиции с нашими добрыми друзьями, активистами по, не побоюсь этого слова, борьбе за национальные интересы, национальную культуру и самобытность наших народов, сохранение родных языков. Коллеги из Чувашии нередко признавались нам, что и сами очень рассчитывают на помощь и поддержку старшего брата Татарстана. Поэтому все, что сейчас происходит в соседней республике, для нас, повторюсь, и важно, и любопытно. А происходят там серьезные перемены, прежде всего в политической сфере. Перемены, которые так или иначе касаются всех национальных республик. Прежний глава региона Михаил Игнатьев не ушел в отставку тихо и мирно, а был в нее отправлен, можно сказать, с позором. Мы уже подробно рассказывали, что стало причиной такого решения президента страны. Поэтому повторяться не будем. А кто пришел ему на смену? Что за руководитель? Личность довольно известная и в Чувашии, и за ее пределами. Итак, давайте знакомиться. Временно исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Николаев. Теперь уже экс-депутат Госдумы и экс-руководитель комитета по делам национальностей. В самой Чувашии о нем отзываются в целом хорошо. Скромный и в то же время упертый сельский парень, строитель по специальности, который сделал карьеру от монтажника до успешного бизнесмена, а дальше пошел в политику. А вот по политической части к Николаеву есть вопросы, в том числе у чувашской общественности. Напомним, что именно Олег Николаев был одним из авторов неоднозначного закона о добровольном изучении родного языка в национальных регионах России.
Инициатива тогда вызвала бурю негодования в Чувашии весной 2018 года, особенно среди местных националистов, которые охарактеризовали законопроект как предательство национальных интересов Чувашии и всех других народов. Как восприняли это назначение и эту новость сами общественники и простые жители Чебоксар, какие надежды возлагают на Николаева? Давайте узнаем. Я его знать не знаю. Ну, надеемся, что будет лучше намного, что и уровень жизни в городе повысится. Я честно признаюсь, я этого ждала долго. То есть я как бы хотела, чтобы это наконец случилось. Ну, надежды большие. Новое веяние все-таки. Человек совсем новый у власти. Хочется надеяться на лучшее. Хотя он и представитель «Справедливой России», единороссы там, а он здесь, а народ-то совершенно требует другие запросы. И поэтому я так полагаю, что непременно он будет встречаться. Ему это необходимо, нужно сделать. Он не должен, конечно же, но республика нуждается в таких людях, инициативных, которые патриотичны. Был не то что беспокойство, даже можно сказать страх, что отправят варяга. Могли запросто отправить, и между нами говоря по секрету, да, никаких даже волнений не было бы. Мы же не Татарстан все-таки, типа толерантный народ. Ну дали, ну что теперь так ведь. И нам, в принципе, повезло. Хорошо, что он не варяг, что он родной чувашский язык знает. Интересы родного народа, чувашского языка, культуры – это не пустое место, как это было у некоторых в прошлом, так скажем, наших представителей. Вот наша надежда. Но мы, повторяю, должны им об этом напоминать, наша общественность. Мне кажется, они думают, зачем нам это вообще чуваш нужен на земле? Есть же русский язык, все по-русски знают. Ну вот, я думаю, нынешний исполняющий главы республики так не думает. Человек способен ошибаться, наверное, вот эта ошибка ему дорого уже стоила. Уже все говорят об этом. Он, может быть, сами об этом сожалеет, но можно исправиться. Чувашский национальный конгресс есть, если что, мы подскажем. Ни один родной язык народов России это не мешает целостности страны. Чем национальный человек более патриотичен. Он некоторое время жил в отрыве от республики. А сейчас он должен понять, если он раньше был производственником или человеком бизнеса, то сегодня у него взгляды должны быть уже другими. Это шире. За время последних 10 лет все руководители, будем говорить, каким-то образом игнорировали, будем говорить, национальную культуру, только обозначали. Вопрос в том, что все связано с экономикой. Ее ведь сокращают не от того, что ее не любят. Просто деньги на нее экономят, понимаете? Вы что бы хотели от него? Какие улучшения, чтобы произошли у вас? Ну, я всегда буду жить хорошо, потому что я этого хочу, и никто на это не повлияет. Вот в республике семьи, да, где разговаривают на чувашском, сколько думаете, сколько таких вообще на семей, где вот с детьми разговаривают на чувашском? Ну, я думаю, 30%, 20%. 0,5, не десятых, даже в сотых, наверное. Ну, то есть семей 20. Понимаете? Ну, из числа патриотов, семей 20, максимум. Это максимум. С мелочей надо начинать, с мелочей. Вот вы обратите внимание, когда вы будете выходить, заходить, даже вот место вход мы написали по-чувашски, Кербеля, Тухмала. Вот элементарно есть. Позвоните по телефону сейчас. Позвони по телефону, допустим, я не знаю, какую-нибудь чувашскую газету, да, чувашский театр, да. Это кто, Путин виноват или Николаев виноват?
Там что тебе скажут? Я не знаю, в Казани как? Тебе скажут. Там скажут, они газеты скажут, слушай внимательно. Это вопрос, который возник вчера. Сегодня он сверхактуальный. Ну и вы, наверное, как продвинутый человек скажете, этот вопрос будет и через 3, через 5, через 10 лет сверхактуальным. Именно поэтому таким руководителям масштабным, как в Татарстане, в Башкортостане, ну и в Чувашии, наверное, надо как-то объединиться и решать совместно, а как быть, а как сохранить самобытность этих народов, а как им создать условия, и в то же время, создав условия, просто не мешать. В Чувашии после Ивана Грозного своих руководителей, настоящих руководителей не было. Нет. Хвалят Семена Ислюкова, толковый, умный, действительно выдвигавший республику вперед. Остальные его ученики немного старались самостоятельности, кругозора, понимания развития мира. В этом мире народов нету у наших руководителей. А сейчас что толкуют? Что толкуют сейчас? Какая идея? Какая идеология? Ивану Грозному, Варнаве поклоняться? И это не 18, не 19 век, 21 век. Век нанотехнологии, цифровой технологии. Назад нечего тянуть. А если вдруг мы говорим о наследии толковом, культурном, полезном, веками проверенный, они говорят: о, вы назад тянете. А на самом деле сами назад тянут. Вот вы сказали Ислюков. Да, было уважение людей к нему, и он, видимо, относился к собственному народу как руководитель. И вел, видимо, правильный курс. Ну а сейчас что делается? Город Чебоксары, по сути, он совсем не чувашский. Хотя нам очень хочется признавать и видеть в этом городе свою столицу. Но столица-то как мачеха нам. Верно подметили. Мы и сами нашей родине, как пасынки. Ну а насчет города, что делать? Наш короткий ум. Ленин знал Яковлев, знал чувашей, поэтому предлагал, чтобы Ульяновск был столицей, а не коммуну какой-то, не колхоз какой-то делать, а республику сразу, как Татарстан, как Башкортостан. Но наши умники, в кавычках умники, не додумались, давайте мы организуем трудовую коммуну. Ну что, 3 раза этот вопрос поднимал. Сейчас наши историки спорят. О, не поднимал. Это зафиксировано. Поднимал. Мы сами прохлопали. И теперь обрусеет. Не только обрусеет. У нас ни один руководитель завода, крупное предприятие не был чуваш. Талвир брат был на электроаппаратном и на машиностроительном. И то их изжили. Потому что мафия своя, чья я не скажу, они поддерживают своих, а наши руководители ими не могут руководить. Республике нужен очень умный чуваш, он с неба не падает. Если где-нибудь появляется талантливый, мудрый парень, его своими руками утопаем. Об этом Юрий Скворцов хорошо сказал. Как журавли над озером, как только вынырнет кто-нибудь, он его сцапает и проглатывает. На самом деле это так. Если интеллигенция поумнеет,
собьется в один круг, как декабристы, можем что-нибудь делать. Но пока у нас лидеры ходят подставные лица. Чувашской народной академии уголка своего нет. У Чувашского союза краеведов стола своего нет. А как будто эти ненужные организации, они нужны и государству, и народу. Или этого они не понимают, но я не думаю, что не понимают, они не такие дураки, или они не хотят, чтобы наш народ был умным. Подойди ко мне, мой город, присядем на берег крутой. Ты от века сего еще молод, и мне дальше шагать с тобой. Будет с нами тихою речкой шумный волжский прибой. Люди не камни, срок скоротечный, а ты из камня живой. Серый камень, дорожная пыль, вы запомнили всех и всего, но скажите, что люди забыли и не вспомнят о том ничего. Эхо гулких шагов мостовой вдруг уносит неясную даль. Ты запомнишь ли, что был с тобой, когда сердце станет устало? Расскажи мне, город, как было сотворение камня сего, как с любовью тебя обжигали, чтобы камень стал смыслом всего. А теперь стоишь небоскребом у Волги крутых берегов. Как без музы не станешь поэтом, без нас ты город рабов. Серый камень, дорожная пыль, вы запомнили всех и всего, но скажите, что люди забыли и не вспомнят о том ничего. Эхо гулких шагов мостовой вдруг уносит неясную даль. Ты запомнишь ли, что был с тобой, когда сердце станет устало? Серый камень, дорожная пыль, вы запомнили всех и всего, но скажите, что люди забыли и не вспомнят о том ничего. Эхо гулких шагов мостовой вдруг уносит неясную даль. Ты запомнишь ли, что был с тобой, когда сердце станет устало?